Вековой дар предков, знаменитые ингушские башни издревле интересуют историков и ученых Ингушетии со всего мира. Воспетые в стихах и песнях монументальные сооружения таят в себе какую-то загадку, признается и Марем Ганижева. О любви к башням девушка говорит в стихах. Башни – это историческая гордость галгаев, неприступные, статные, как дочери этой земли, грозные и высокие, как сыновья этих гор. Давно из окон башен не слышны песни галгайских девушек, давно не виден им всех верхушек. Они стоят как напоминание всему миру, напоминание о народе, который тут жил и живет тысячелетиями. Поэтому на сегодняшнем семинаре в НИИ студентка исторического факультета Ингушского госуниверситета ловит каждое слово лекторов. Тема, посвященная нашей башенной архитектуре, не может не заинтересовать, отмечает Умалат Гадиев. Сотрудник археологического центра имени Крупнова не один год исследует башенные комплексы и делится со своими коллегами и слушателями историческими фактами, заслуживающими внимания. Мы работали вместе. Там уникальная была боевая башня, на котором совмещались машикули, сформированные на основе 2 консолей и 3. То есть на 2 стенах было по 2-консольная машикуля, а на других 3-консольная. И самое интересное, что обычный люк междуэтажных перекрытий, которые мы видим в боевых башнях Горной Ингушетии, как правило, располагается в углах перекрытия, а тут он был прямо в центре. Это достаточно интересно. О многих фактах о строительстве башен и их архитектуре ингушским ученым в большей степени известно из народного фольклора, рассказывает Ашат Костоева. То, что башня должна была быть достроена за год, знают многие. А вот состав раствора для многовековых сооружений, стоящих, до сих пор загадка. Плюс землю для строительства башни выбирали основательно. Они смотрели, плодородна ли эта земля, как они это делали, наливали в какую-то емкость молоко. Если молоко до утра не прокиснет, то они считали, что это место пригодное, что оно благодатное, и там можно строиться. Сами же мастера-строители пользовались таким уважением, что на них не распространялась и кровная месть. Их имена дошли и до наших дней. Это и представители рода Беркинхоева, Хану Хинг и Арсамак Евлоев, далекий предок Лианы Евлоевой. Председатель Совета молодых ученых НИИ выступила сегодняшним организатором семинара. Девушка уверена, такие мероприятия необходимы в первую очередь для подрастающего поколения. К сожалению, мы сталкиваемся с такими явлениями, как переписывание нашей истории, недобросовестная работа многих ученых. К тому же у нас, к сожалению, пограничная зона расположена как раз-таки в Горной Ингушетии, и это очень затрудняет нам исследование тех башен, которые находятся на этой территории. А мы очень хотим, чтобы молодежь интересовалась нашей культурой, изучала эти башни. Сейчас, кстати, есть 2 вакансии в аспирантуру в Армении, и мы очень надеемся, что после нашего сегодняшнего семинара появятся желающие туда поступить, и у нас будут действительно специалисты, профессионалы, которые будут на научном уровне серьезном изучать наши башни, нашу башенную архитектуру. Эгикал, Таргим, Вовнушки. В Ингушетии счет башенным комплексом идет на десятки. Молодой по срокам возведения, но древний по сути есть объект и на равнине Ингушетии. 100-метровая башня Согласия, расположенная в столице республики. Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. Архитектурный объект построен в 2013 году в виде 4 раза увеличенной классической ингушской башни. Также он является главным туристическим объектом на равнинной части республики. Но еще удивительнее, когда находятся новые неизученные объекты архитектуры и культуры в регионе. Так, совсем скоро, по словам Умалата Гадиева, он с коллегами планирует начать раскопки в Яндере и Якажево. Поучаствовать в археологической экспедиции захотели и студенты. Когда, например, как я, студентка, читаем информацию, что была проведена археологическая раскопка, это одно. Но когда сам человек участвует в этом, когда чувствует и понимает дух времени, это совсем другое. То есть этим мы можем понять, и этим можем узнать, что насколько именно ингушское общество, насколько ингушский народ имеет богатую историю в плане археологического наследия. Так что совсем скоро жители региона услышат о новых археологических находках. Ну а организаторы отмечают, такие мероприятия нужны, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения культурного наследия. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.